95 лет в этом году исполнилось со дня первого выхода в эфир Грозненской радиовещательной радиостанции РВ-23. 95 лет. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор филиала РТРС, РТПЦ Чеченской Республики Сергей Еременко. Заслуженный работник связи России, почетный радист. Расшифрую, чтобы вы понимали. РТРС – это российская телевизионная и радиовещательная сеть. РТПЦ – это радиотелевизионный передающий центр Чеченской Республики. Вот такая ремарочка. Прошу прощения. И мы начинаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Приятно видеть снова вас в студии. Мы где-то 2 года с вами не встречались, не говорили. Да. А вот как-то случай у нас такой... проблемы были с пандемией. Но эти проблемы у нас прошли, и у нас такой случай 95 лет. Согласитесь, 95 лет со дня выхода в эфир, первого выхода в эфир радиовещательной радиостанции, Грозненской радиовещательной радиостанции. 95 лет – это мало-много. Ваше мнение? Ну, во-первых, я хотел бы принести свои извинения телезрителям нашим. Это за что сходу так? За то, извинения? что, да, потому что мы доставили неудобства в связи с, вот, последнее время были отключения, дневные вещания. Это было связано с покраской башни. Существует регламент жесткий, 1 раз в 5 лет надо башню красить. Поэтому мы вынуждены были в дневное время эфир прерывать. Приношу свои извинения и хотел бы, чтобы вы с пониманием отнеслись. Потому что если мы не будем этого делать, то, конечно, башня придет в аварийное состояние. И тогда мы с вами вообще смотреть не будем телевидение. Поэтому это жизненная необходимость. Что касается 95 лет. Ну, наверное, это достойно уважения, однозначно. Тем более, что если мы с вами поднимем эту историю более детально, то это первое радиовещание было инициировано именно жителями города Грозного. То есть в 1927 году Грозненский городской совет принял решение построить широковещательную станцию в городе Грозном. И с помощью общественных организаций были собраны деньги среди населения, и потом заказана в Нижнем Новгороде радиоаппаратура. Поэтому как-то можно сказать, что это была народная радиостанция. Начало истории. Да, начало истории. И первым ее начальником и радиотехником был Иван Иванович Макаров, это бывший радист Балтфлота. Вот. А уже через 8 лет эта Грозненская широковещательная радиостанция, она входила в Грозненский городской состав, была отделом при Грозненском городском совете. И уже через 8 лет, 20 ноября, было выделено в отдельную самостоятельную организационную структуру со штатным расписанием в 6 человек. И я могу, конечно, с гордостью вам показать, мы это не сами придумали, не у кого-то украли. Это у нас есть книга приказов, сохранившаяся с тех времен. Это какой год? Это 1936 Реликвия какого год. года? 38 год? 36 год, да. 36 год. 1936 год. Первая запись, приказ номер 1. Эта книга велась до 40-го года. Хорошо сохранилась. И где она хранится? У нас. У вас? Да. Это действительно... Несмотря на все перипетии 95-го, 2000 года, много мы не смогли сохранить архивов, но вот эта книга у нас сохранилась. Если посмотреть СМИ тех времен, вот что они писали. Газеты сообщали, что сегодня, 17 апреля, знаменательный день, в 7 часов вечера, в беспредельной массе эфира был брошен новый клич. Это вот так писали в то время газеты. Алло, 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 слушайте Грозненскую радиостанцию на волне 380 метров. А мощность радиостанции составляла 500 ватт в то время. А что у нас сегодня, Сергей, какая мощность? Но, К чему мы подошли через 95 лет? Я вот для вас специально, для наших зрителей, будем так говорить, статистику подготовил, которая, ну, для сравнения, она, наверное, все вам скажет. Если мы будем говорить о том, что тогда, в 28 году,
Это была всего лишь одна радиостанция, которая размещалась в маленьком таком кирпичном домике. А антенное поле находилось, где в настоящее время Почта России, стоял столб высотой 22 метра. Вот и вся была инфраструктура, которой мы обладали на тот момент. То сегодня у нас с вами самая современная телерадиоинфраструктура, состоящая из 55 объектов вещания, суммарно излучаемой мощностью более 40 тысяч ватт. То есть если тогда было 500 ватт, то сейчас это 40 тысяч ватт. 40 тысяч ватт. Да. Суммарная высота всех АМС, если сложить, то она около 1,5 километров. Насчитывает в своем составе 110 телевизионных и 101 радиовещательных передатчика и обеспечивает вещание 20 телевизионных и 3 радиовещательных цифровых каналов на население 99,5% Чеченской Республики, а также 2 аналоговых телевизионных каналов, это «Путь», это ЧГТРК «Грозный», и 5 радиовещательных каналов на более чем 60% населения республики. Кроме того, один из объектов у нас имеет в своем составе приемопередающую спутниковую станцию с центром формирования мультиплексов, благодаря которым как раз и осуществляется доставка программ ГТРК «Войнах», ваших программ, в составе канала «Россия-1», «Россия-24», «Радио Россия», а также программ ЧГТРК «Грозный» на общественном телевидении России до самых отдаленных горных уголков Чеченской Республики. То есть вот такая у нас с вами инфраструктура. Вот эта вся инфраструктура, она достаточна для нашего региона? Или есть к чему стремиться? Ну, я думаю, что она достаточно. Более того, она, если мы вспомним федеральную целевую программу по переходу России, Российской Федерации на цифровое вещание, то у нее индикаторами был охват не менее 98,4%. Мы говорим, что в Чеченской Республике это 99,5%. Задача РТПЦ, скажу так, это обеспечение жителей региона бесперебойным, многоканальным и доступным телерадиовещанием. Я прав? Да, совершенным образом. Вы правы, и РТРС в этом плане является одним из крупнейших предприятий эфирного наземного вещания в мире. В мире? Да, в мире. В мире нет организации, которая по объему вещания может с нами конкурировать. Поэтому мы, естественно, являемся монополистами и в России. И, по сути, это концентрация всех технических средств в одних руках. А если точнее говорить, это в руках правительства Российской Федерации. И тут у меня вот такой вопрос. Да, я хочу добавить, что чтобы мы понимали, что это была не прихоть там отдельного товарища, а это было, во-первых, веление времени, которое было закреплено указом президента Российской Федерации от 13 августа 2001 года. А есть ли еще какие-либо услуги, которые предоставляет российская телевизионная радиовещательная сеть в республике? Да, мы оказываем услуги, но именно по своему профилю. То есть мы обладаем большой инфраструктурой, я только что говорил, 55 объектов по республике. Поэтому если кто-то заинтересован в размещении оборудования связи на наших объектах, то мы им предоставляем эти услуги. Это, в частности, и сторонние организации, и силовые структуры. Выполняем проектные работы в области связи. Вот почему вам был задан этот вопрос. Ну а если спросить о перспективах развития, какие они планы филиала РТРС, РТПЦ Чеченской Республики? Ну, вообще-то, с учетом экономической ситуации в стране, говорить о прорывных перспективах Но развития достаточно сложно. Но, тем не менее, мы не стоим на месте. Я могу порадовать наших жителей тем, что в настоящее время завершено проектирование, и до конца октября текущего года мы смонтируем новую архитектурно-художественную подсветку современным медиаэкраном на 114-метровой башне на горе Истребиная. То есть там будет, чтобы понимали, это 7020 пикселей. Это будет медиаэкран высотой 20 метров. Вот. Это 6 лент, гирлянд по каждой стороне башни. И поэтому, наверное, это будет хорошей визитной карточкой для гостей, прилетающих в наш аэропорт Грозный или въезжающих через Терский хребет.
Общая потребляемая мощность этого архитектурно-художественной подсветки будет порядка 20 киловатт. И когда мы это все увидим? Я вам говорю, мы это увидим с Еще вами раз. вот где-то в ноябре месяце этого года. В ноябре месяце этого года. Да. Посмотрим. Кроме того, мы в настоящее время совместно с ГПМ «Радио» занимаемся проектированием организации вещания детского радио в Чеченской Республике. И тут не все зависит от нас, но учитывая то, что это федеральный проект, наверное, в первом квартале следующего года мы начнем, наверное, вещание детского радио. То есть это для детей очень А вы хорошая говорите, нет программа. планов. Есть планы, идет Нет, развитие. развитие идет, но я говорю, вот прорывных таких, конечно, мы вам ничего А это и есть удивить прорывные. не Согласитесь, это и есть прорывное. можем. Ну и Если будет детское радио, это хорошо. Это прорыв, я так считаю. Да, прошу. Кроме того, вот если не все, наверное, знают, что у нас в настоящее время ведутся работы по организации грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу в международном аэропорту города Грозный. И мы совместно с НИИ гражданской авиации «Аэропроект» ведем, конечно, проектные работы по размещению оборудования связи, которое будет обеспечивать работу вот этого пропускного пункта. Ну, к сожалению, есть и нехорошие моменты. Вот не только развитие, нам еще Вы приходится интересный вы человек. отстаивать, как Есть говорится. нехорошие моменты. Да, Прошу. отстаивать наше вещание. То есть в последнее время чиновники от Министерства цифрового развития с подачи наших сотовиков попытались предпринять активные действия по аннулированию аналоговых лицензий по всей стране. Это почему? Зачем? А потому что мы всегда вам пытаемся рассказать, что радиочастотный спектр, он не безграничен, он ограничен очень, и его не хватает. И вот чтобы, как говорится, получить для себя дополнительные радиочастотные емкости, товарищи выступили с таким предложением. А это грозит прекращением вещания как ЧГТРК Грозный, так и ТРК Что я и Путин. хотел сказать, у нас же есть еще некоторые компании, которые работают Да, поэтому в этом режиме. главное, что взамен Министерство цифрового развития альтернативы никакой не предлагает. Поэтому мы вот совместно, спасибо нашей генеральной дирекции, активной позиции ее, занимаемся этой проблемой. Пока, как говорится, мы... Старайтесь. Да, чтобы это... да, пока мы не даем возможности это вещание аннулировать. Но хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, подключились уже и более у нас, как говорится, должностные лица более высокого уровня, чтобы отстоять эту, как Будем говорится, надеяться, что непростую они нас задачу. слышат. Будем надеяться. Кроме того, вот цифровое эфирное телевизионное вещание, оно предоставляет возможность развития новых современных услуг в различных сферах. И сеть РТРС готова к внедрению различных новых услуг телерадиовещания следующего поколения. То есть это, в частности, как мы и ранее вам говорили, стандарт высокой и сверхвысокой четкости, многоканальный звук, интерактивное телевидение HBTV, технология повышенной четкости, HDR, Dolby Vision. И вот могу сказать, что с февраля этого года ведется тестовое вещание на платформе ОТТ, которая называется РТРС Плюс в Свердловской области. Естественно, после того, как тестовое вещание оно будет принято как успешное, оно будет распространяться и на всю страну, и, соответственно, мы с вами можем транспарировать возможность его появления и в Чеченской Республике. В нем участвуют 36 телеканалов, 20 обязательных общедоступных и 3 общероссийских, которые мы с вами смотрим, и 13 местных, а также 2 местные радиостанции. Платформа РТРС Плюс – это в полном смысле слова современное телевидение. Доступна на телевизорах с поддержкой стандарта HBTV и подключением к интернету. И достаточно телезрителю нажать в перечне каналов 999 сервисный канал, и он будет смотреть. И в настоящее время, если кто-то, любители спорта занимаются и владеют ситуацией, в Екатеринбурге вот с 19 по 31 августа проходит международный фестиваль университетского спорта.
И в фестивале, Есть такое дело. и в фестивале принимают участие спортсмены учебных заведений БРИКС, ШОС, СНГ. И вот РТРС осуществила после полномасштабную трансляцию на сегодняшний день состязаний по 14 видам спорта. И все это доступно на платформе РТРС+, то есть на 18 телеканалах. То есть представляете, что полностью все соревнования можно спокойно посмотреть на 18 кнопках. Это футзал, волейбол 2, футзал, волейбол 1, бокс, бокс 1, бокс 2, прыжки в воду, дзюдо, самбо 1, дзюдо, самбо 2, дзюдо, самбо 3, спортивная борьба, тхэквондо 1, спортивная борьба, тхэквондо 2, спортивная борьба, тхэквондо 3, бадминтон, баскетбол, теннис, художественная гимнастика, плавание, настольный теннис. Это все одновременно на 18 каналах. Смотрите, а вы говорите, и это все несмотря на санкционное такое время сейчас вокруг нашей страны и на бойкот некоторый, который существует. Идет работа, развиваемся, несмотря на все это. И тут я хочу у вас вот о чем спросить, Сергей. Вот по вашим оценкам, как разделяются предпочтения чеченских зрителей в отношении центральных и местных каналов? Мне кажется, что главное предпочтение – это интересный канал, если и интересная содержательная передача, то тогда, значит, приоритет, независимо от того, на центральном или на местном телеканале это показывается. Потому что, ну вот, смотрите, одно время у вас на Войнахе очень были хорошие передачи по истории города Грозного, по краеведению. Вот. И, ну, допустим, мне они очень нравились. Поэтому все, наверное, зависит от контента. А так сказать, ну, конечно, сложно жить в регионе и не смотреть местные телеканалы, не владеть... Нам дорого ваше мнение, дорого. Не Поэтому я вас владеть спрашиваю. новостным фоном. Это, наверное, ну, для ограниченного контингента людей может быть и приемлемо, но я таких людей не видел. Хорошо, тогда тут следующий вопрос, как говорится, следом. Ваше мнение, опять же, удовлетворяет ли на сегодня количество каналов Чеченской Республики потребности зрителей, тем более, что мы недавно перешли на цифру, как вы уже упоминали? Ну, вы знаете, вот человек быстро привыкает к хорошему. Ну, мы с вами приблизительно одного возраста, поэтому я помню начало телевизионного вещания в городе Грозном, когда у черно-белого телевизора «Неман», который был почему-то, ну, не в каждой семье, а вот в нашей семье был, собирались все соседи с округи, с домов, то есть... Это с таким увеличительным стеклом, Нет, насколько я это помню? уже не с увеличительным стеклом, это было Это уже... еще раньше, да? Нет, это после. Это То есть, после уже. да, Я да, помню с да, таким да. увеличительным стеклом перед Да, экраном. да, да. Правда, я не помню название телевизора, но я помню вот это КВН, стекло. это был КВН. КВН, да? Да. Но я помню, Вот. помню эти Вот. телевизоры. Так это была целая, будем так говорить, традиция, когда жил я в А частном сколько доме. соседей собиралось, чтобы Да, посмотреть? соседи с других Там домов клуб превращался, приходили, такой да, кинозал. со своими И все старался табуретками. ближе к экрану, все старались сесть. Да, чтобы увидеть вот вечерний 2-3-часовой эфир. Вот. И о дневном эфире даже тогда никто не мечтал. И все были счастливы и довольны. Мы прекрасно помним с вами, вот, допустим, когда я был пацаном, это для нас был прорывной тогда фильм «Четыре танкиста и собака» польский. Вот. Мы мечтали, когда там его следующую серию увидеть. Поэтому, мне кажется, количество каналов это не самое важное. Важное их наполнение, наверное, контент. Потому что, ну, вот зачастую нас заполонили одними и теми же сериалами, которые качают с одного телеканала на другой. И, ну, я считаю, наверное, это неправильно. Но это, как говорится, уже, наверное, чисто экономическая тема. Вот. И поэтому могу сказать, что, наверное, это в первую очередь зависит от вас, студийных работников. Что вы предлагаете зрителю? Бездумную жвачку, нивелирующую человека к уровню потребителя, да? Хорошо ушли. Или тему, требующую работы над собой и своим интеллектом? Хорошо ушли, как говорится. Хорошо. Насколько я знаю, Сергей, вы руководитель филиалом РТРС, РТПЦ Чеченской Республики с 2001 года, я не ошибаюсь?
Ну, будем так говорить, именно руководитель филиала РТРС РТПЦ Чеченской Республики я с 2001 года. С 2001 года. А директором я стал государственного предприятия РТПЦ Чеченской Республики еще в 1995 году. Вот смотрите, вот смотрите. Причем, знаете, стал не по своей воле. Я тогда был главным инженером, и когда в феврале месяце, все прекрасно помнят трагические события в Грозном, в феврале месяце, когда боевые действия прекратились в городе Грозном, сотрудники начали приходить ко мне домой и начали говорить: а когда мы выйдем на работу? Я говорю: ребята, откуда я знаю, когда мы выйдем? Я говорю: я всего лишь главный инженер. Она говорит: ну давай, организуй нас, давай вот мы выйдем. Я говорю: у меня нет ни денег, ничего. Я говорю: у нас все разрушено. Говорит: ну ты же что-нибудь придумаешь. Я говорю: хорошо, давайте выйдем 1 марта. Вышли ли 1 марта, потом после этого, как говорится, там много с Москвы тогда, с Министерства связи, замминистр был, которого я до этого знал. Вот, встретились, поговорили, пообщались, нам начали оборудование завозить, нам решили вопрос, как заработную плату платить. Вот так вот и пошло. И уже в июне 95 года меня назначили директором. Вот что было самым важным и главным Ну, вот поэтому у вас я за могу... эти годы? Да, И почему? Вот поэтому я и говорю, что самое важное, я считаю, и для меня важно, это люди, окружающие меня. Люди. Мои коллеги по работе и мой коллектив. Потому что без них мы не в состоянии ничего делать и ничего решать. 14 апреля 2021 года директор филиала РТРС РТПЦ Чеченской Республики Сергей Еременко был признан директором года по итогам корпоративного конкурса РТРС. А сам чеченский филиал РТРС 2 раза становился лучшим по итогам конкурсов среди работников радиотелевизионных передающих центров нашей страны. Вы считаетесь одними из лучших в России. Как вам это удается? Не трудно держать эту планку качественной, хорошей работы на высоком уровне. Как вам это все удается? Ну, это вопрос, наверное, не ко мне. В первую очередь, это, наверное, спасибо моим родителям, которые когда-то меня так воспитали и поставили, что если берешься за какое-то дело, то его надо делать красиво, правильно и до конца. Ну и во-вторых, наверное, это благодаря тому, что я родился и вырос в Грозном. Этот дух интернационализма, этот прекрасный город, который мы всегда соревновались по-доброму, по-хорошему, и всегда хотели показать, что мы лучшие, да. Вот это все, наверное, в купе и дало то, что просто по-другому мы уже не можем работать, в том числе и я. Воспитание. Воспитание и именно, наверное, менталитет, который мы здесь получили. Ну, как говорилось в одной очень хорошей такой поговорке, кадры решают все. Откуда кадры? Кадры – это вопрос, конечно, очень тяжелый. Вот для такой хорошей работы нужны кадры, качественные, Да, профессиональные. да. Кадры, тем более, знаете, вот если говорить об первых этапах, когда там 95-го года, начиная, даже до 93-го года мы начали терять кадры. Русскоязычные кадры начали уезжать. Найти хорошие кадры возможностей не было. За этот период, ну, наверное, я заново формировал раза 2 или 3, наверное, коллектив полностью. И поэтому мы в первую очередь ищем людей, которые способны учиться. Вот. Потому что очень у нас специфическая работа, готовых специалистов в Чечне не найдешь. Это как, вот знаете, золото, чтобы добывать, надо перекопать тонны руды, чтобы там 1-2 грамма золота получить. Вот так и здесь приходится Часто вот так перебирать людей, и в конечном итоге. Ну вот сейчас у нас появилась стабильность некая. То есть мы получаем в последнее время грамотных, именно желающих учиться, желающих добиться в жизни чего-то ребят. Вот, и обновление идет, и знаете, это очень важно, потому что преемственность поколений, она очень важна.
передать многолетние традиции в коллективе, культуру производства. Поэтому для нас очень важно, и в настоящий момент могу сказать, что ну, решаем мы эти вопросы. Во-первых, на внутреннем, как говорится, вузовском рынке у нас в последнее время появились выпускники как и нефтяного университета, так и Чеченского государственного университета. Вот. Ну и кроме того, мы занимаемся обучением наших ребят в Институте связи имени Бонч-Бруевича Санкт-Петербурга. Вот. Все это вкупе дает нам возможность уверенно смотреть в будущее. Команда есть, в любом случае. Да. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. С юбилеем вас, я скажу так. Спасибо. Удачи Спасибо большое. И дай Бог, чтобы наши телезрители никогда не вспоминали о нас. Спасибо. На этом и закончим. А на этом все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор филиала РТРС, РТПЦ Чеченской Республики Сергей Еременко, заслуженный работник связи Российской Федерации, почетный радист. И напоследок, будьте здоровы, не болейте.